Андриан Нормально, Григорьевич очень меня называл братишкой. Я с ним встречался. К нему близко не подпускала охрана. А мне надо было взять его для газеты подпись. Ни черта не подпускать. Целый день ходил за ним. Потом в Шоршилах, в клубе. И уже конец у меня не получается. Задание не могу выполнить. Я записку сел в передний ряд. Напротив него записку написал и передал ему. Он мне ответил: после встречи подойди к окну. Вот, где спускаться в окно есть. Вот, иду к окну, а меня не пускают. Вроде бы они идут рядом. Все, он это заметил, потому что ждет, что я буду. И это мой братишка, родной брат. Пустите. И после этого меня пустили, и он вот беседовали, и подписал, а текст пишите сами. Потом мы идем в столовую, меня не отпускают от себя. Пойдем. И посадил через стол напротив себя. Почему такое внимание? То не понимаю. Вот. Он уловил ли его такой характер? Вроде бы дважды герой, окружен вообще, черт его знает, неземной человек. Я же говорю, подойти невозможно. А душевный. Но у меня нашелся способ, чтобы меня пустили. Он не будет объяснять там, кто он, зачем. Мой родной братишка, пустите его, и все. И никаких разговоров о других нет. Кстати, Виталий Петрович, вот я сегодня только подумал, как так получилось, что Андриан Николаев проскочил космонавты. Ну вот сами подумайте, он, во-первых, не русский был, а чуваш. Я насколько хорошо знаю, что вот есть такое мнение, что даже во время войны героев, если представляли героя Советского Союза к награде, если он русский, он становился. Но если он не русский, могли только орденом дать. Орден. Но герой, что скажем, правда, то правда. Ну как И он... по Чечне то же самое. Получают не чуваши, вместе воевали, чуваш, может быть, больше геройства проявил, не получает. И это неприязнь штабных крыс есть. Но Андриан прошел по заслугам. Во-первых, удивительно терпеливый, удивительно трудолюбивый и скромный, и не дурак. Умница. Я читал историю. Видите, кто перед ними? Там ведь и татарин был, и другие национальности были. Не выдержали. Хоть и здоровьем подходит, но поведением, похвальством, еще чем выбиваются. Андриан не случайно прошел космонавты. Но Королев тоже многое видел, сидел, каких людей не видел, он по глазам мог определить, честный парень, надежный парень или нет. Ну, у Андриана глаза особенные. Но и не только глаза. Во-первых, теплые и родные. Не только. Все его поведение. Да. Вот. И это скромность, удивительная скромность. Гагарин и то не такой скромный был. Я видел его в гостинице «Юность» в Москве. Под шофе комсомольцами. И Андриан, я была, думаю, такого веселья не допускал никогда. Москвичи его любили. Вот один пример расскажу. Узнали, что я из Чувашии, про Андриана начали рассказывать. Какие вы чуваши, говорят? Вот Андриан развелся с Терешковой и дачу без слов оставил. А наши другие
годами судятся за машину, за дачу, за домик. Какие вы? Какой народ? Андриан вот один рассказывает, у них дачи были рядом. Как это так? Он понять этого не может. Андриан, раз она ушла, то не надо ни дачи, ни машины. Пусть собирает. Не надо мне этого. Без слов отдал. Я это не у Андриана Григорьевича слышал, от москвичей. Но знающие его люди живут не в вакууме среди людей. Вот такой разговор был. Но я не писал об этом, не рассказывал, как он меня звал братишкой. И очень это меня, конечно, обрадовало. Он всегда останется в нашем народе, его память. Это уже что-то писано. Это история уже. Все. Вспоминая того же Андриана, улицу с Николаева начать и до самого Шоршила назвать проспект Космонавтов. Такая идея была. Они приняли. А какие памятники поставили? Все художники против были. Ну, здесь я немножко отступлюсь. Наш скульптор с Ульяновска Николай Григорьевич Кондрашкин изготовил бюст для Болгарии, для Варны. Памятник нашему космонавту Андриану. Вот речь о нем. Он изготовил также бюст Андриана Григорьевича Николаева для города Варны, Болгарии поставить. Ну, тоже дело. Молодец. Дело стоит. Не проделать. Болгары его считали своим сыном. Они тоже были рады, как мы в Чувашии радовались. Вот. Ну, по сути, это Болгария и Волжская Болгария. Это же Дунайская Болгария и Волжская Болгария. Это же, по сути, это братья. Но я не видел этот. У Андриана у него получился самостоятельности, кругозора, понимания развития мира. В этом мире народов нету у наших руководителей. Я это смело могу сказать. Но время такое еще пришло, что растаскивать. Когда растаскивается, когда каждый хочет жирный кусок себе в рот, то в такое время не о созидании, не о собирании, не о творчестве думают. Ну что делать? У нас многое не делается, когда есть возможность делать.